Жилищно-коммунальный скандал в Юрмале. Активные горожане утверждают, что средства, накопленные на ремонт их жилых домов, местный домоуправ пустил на совсем другие цели. Чтобы придать вес своим словам, юрмальчане даже в полицию обратились. Домоуправ обвинение отрицает и грозит судом за клевету. Расточительность и несоблюдение законов меняют жители Юрмалы городскому предприятию «Юрмалснамсайвнекс», которое обслуживает порядка 90% жилых домов города. Более 300 тысяч евро, накопленных жильцами и предназначенных исключительно на ремонт домов, предприятие якобы истратило на другие цели. Так говорят в обществе по защите Юрмалы. Юрмала все-таки город как будто большой, но небольшой. И, как я знаю, эта информация шла от тех, которые там работают, наверное. Юрмальская дума могла бы успокоить всех в таком виде, что взяли аудитора, да, и это, я думаю, не стоит много, да. Не дожидаясь действий со стороны Думы, группа юрмальчан обратилась в полицию с просьбой начать уголовный процесс. Решение полиция должна принять в течение нескольких недель. Отметим, что предприятие «Юрмалснамсайвнекс» в прошлом году было приватизировано литовским предприятием. Обвинения горожан здесь называют клеветой и допускают возможность судебного иска. Тем временем в Юрмальской думе, перед которой «Юрмалснамсайвнекс» отчитывается за каждый евроцент, говорят, все деньги на месте. И вот даже выписка со счета. По договору о приватизации эти деньги хранятся в отдельном счету. Каждый месяц мы это видим, и каждый месяц мы видим, перечислялись они куда-то или не перечислялись. Тут может быть такая ситуация, что какие-то жители обращались в «Намсайвнекс», и у дома нет накоплений, поэтому «Намсайвнекс», может быть, сказал, что денег у этого дома нет. В обществе по защите Юрмалы говорят, что если деньги на счету сегодня есть, то не факт, что они там были и вчера. Их не вернули, испугавшись жалобы жителей. Но проверить это трудно. Поток средств на счету «Юрмалснамсайвнекс» – коммерческая тайна. Сергей Герасимов, Айнис Купч, Латвийское телевидение.